Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент крупной аварии на Чистопольской. Сейчас уже горит красный. В столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека. Расскажем, что в Казани ищут подозреваемого в растлении малолетней девочки. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Все произошло в лифте обычного дома. И мужчина едва не сгорел заживо, работая со сварочным аппаратом. Ожоги между конечностей, глубокие. На технику безопасности не обратил внимания. Это и не только. Прямо сейчас. 4 человека пострадали в результате аварии на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная. Там столкнулись автомобили «Лада» 12 модели и «Ауди». По предварительной версии, автоледи на иномарке выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мнение участников спросила Нафиса Минязова. На красном вижу. На красном? Высокая скорость, да, была? Говорят, что она заканчивала маневр, но она ускорялась. Водитель отечественного автомобиля говорит, что даже понять не успел, почему произошло столкновение. Единственное, в чем он был уверен, что правил не нарушал и на перекрестке выезжал на зеленый сигнал светофора. А вот девушка на иномарке, по его мнению, наоборот, решила проскочить на красный. Автомобиль ВАЗ-2112 двигался со стороны улицы Мусина по улице Чистопольская. Автомобиль «Ауди» двигался с улицы Читаева по улице Меридианная. На перекрестке Чистопольская и Меридианная произошло столкновение. По словам очевидцев, автоледи свою вину не признавала. Единственное, о чем сожалела, по ее словам, не успела купить продукты домой. Но ее уверенность, говорит водитель «Лады», опровергает запись камер видеонаблюдения. На ней мужчина четко увидел, как автоледи выезжала на перекресток на красный сигнал светофора. Именно из-за нарушения ее правил движения, говорит, и произошла авария. Сейчас уже горит красный. В результате столкновения пострадали 4 человека – автоледи, водитель отечественного автомобиля и 2 его пассажира. Они получили травмы различной тяжести, в том числе переломы рук и сотрясение головного мозга. Единственный, кто отказался от госпитализации – это водитель «Лады». Остальные пострадавшие были доставлены медиками в больницу. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112». «Шкода» перевернулась после столкновения с «Ладой» 10-й модели на пересечении улиц Боруди и Батаршина. ДТП произошло на круговом движении. По предварительной версии, водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество чешской иномарки, в результате чего последняя после удара оказалась на крыше. На место аварии приехала бригада медиков, однако оба автомобилиста отказались от госпитализации. Владелец «десятки» признал свою вину. Объясняя, как так произошло, молодой человек заявил, что не увидел знак «Уступи дорогу». Оба автомобиля покинули место происшествия лишь с помощью эвакуатора. Водитель иномарки считает, что его транспортное средство уже не подлежит восстановлению. Водитель и пассажир мотоцикла «Кавасаки» погибли в результате ДТП. Все произошло накануне в Альметьевском районе. По предварительным данным, байкер двигался по дороге на высокой скорости. Затем потерял управление и вылетел в кювет. 36-летний водитель и 42-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. К слову, управлявшего транспортным средством мужчины не было категории на право управления мотоциклом, а также байк не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел государственного знака. Полицейские Казани разыскивают мужчину, который надругался над 13-летней девочкой. По версии следствия, происшествие произошло 8 мая в одном из домов по улице Серова. Возвращавшаяся из школы девочка зашла в лифт. За ней забежал мужчина. Именно там он и начал совершать развратные действия. Подросток испугалась и начала звать на помощь. После этого злоумышленник скрылся. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». В настоящий момент следствие располагает фото и видеоматериалами, на котором может быть изображен мужчина, причастный к совершению данного преступления. Гражданам, располагающим какой-либо информацией об этом человеке, следует обратиться в правоохранительные органы. Отдых на природе обернулся трагедией. Накануне в поле в Нижнекамском районе обнаружили тело пропавшего 9 мая мужчины. Оно лежало рядом с автомобилем на поляне, где мужчина любил отдыхать вместе с семьей. Альбина Минибаева выяснила детали.
Пустырь, трава по шею, болото через каждые 30 метров. Здесь, на Простинском поле, поисковики обнаружили тело пропавшего 9 мая мужчины. Он уехал на машине из дома, а через несколько часов перестал выходить на связь. Автомобиль не тронут, тело лежит рядом. Юлия, волонтер поискового отряда, была одной из первых, кто вышел на поиски вместе с другими волонтерами. Они прочесывали прилегающие к городу поля и овраги. Надеялись до последнего. Мы всегда надеемся, когда выходим на поиски, мы всегда надеемся до последнего, что найдем человека живым. Но, к сожалению, соболезнования родным. Больше ничего сказать невозможно. Место поиска выбрано не случайно. Мужчина часто сюда приезжал на отдых с семьей. В этот раз уехал один. Барсетка, документы и телефон на месте. Машина открыта. Следов других людей нет. У Виктора Ивановича уже было 2 инфаркта. И, возможно, что-то с сердцем случилось. Был поэтому объявлен очень срочный поиск, сбор. Потому что хотели найти живым, здоровым. Точная причина смерти станет известна только после вскрытия. Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Альбина Минибаева, Эльвира Софиуллина, Максим Липин. Вызов 112. Едва не сгорел заживо. Сильнейшие ожоги получил житель Нижнекамска, который пренебрег техникой безопасности при выполнении сварочных работ у себя на даче. От отлетевшей искры на нем вспыхнула одежда, от нее дрова и находившаяся рядом мебель. Мужчину с тяжелыми ожогами госпитализировали. Алина Бережная далее. Он работал со сварочным аппаратом. В какой-то момент раскаленные капли попали ему на брюки. Они были из горючего материала. Одежда вспыхнула моментально. Мужчина ее скинул, но получилось, что на дрова. Они тут же загорелись вместе со столом и старыми вещами. Огонь потушили спасатели. Сам дачник получил сильнейшие ожоги. Больше всего у него пострадали кисти и правая нога. Возможно, потребуется пересадка кожи. Пострадавший сейчас в состоянии средней степени тяжести. Ожоги между конечностей, глубокие. Возможно, в дальнейшем потребуется хирургическое вмешательство. Но в данный момент времени опасности для жизни не представляет. Дознаватели выяснили, что мужчина во всем виноват, скорее всего, сам. У него должны быть соответствующая одежда быть, чтобы в случае попадания искр у него одежда не загорелась, там синтетика запрещается. Тем более место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, дабы исключить возникновение пожара и какой-нибудь иной трагической ситуации. Специалисты советуют не пренебрегать элементарной техникой безопасности. Алина Бережная, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Число краж велосипедов уже исчисляется десятками, найдено гораздо меньше. Полицейские в начале велосезона предупредили казанцев об опасности потерять своего двухколесного коня и рассказали, как можно уберечь свое имущество и кто охотится за чужими байками. Собирательный образ веловора представила Нафиса Минязова. Сезон едва начался, а число краж уже исчисляется десятками. 24 велосипеда украли в Казани с начала года. 17 преступлений раскрыты, но в целом, говорят полицейские, находят меньше половины железных педальных коней. Если в 2016 году их регистрировалось 834, в 2017 году их уже почти вдвое меньше, 439. И на сегодняшний день у нас пока на территории города зарегистрировано 24 кражи велосипеда. Есть и собирательный образ любителей чужих байков. Как правило, подростки или вообще несовершеннолетние, часто с наркотической зависимостью. Ищут обычно оставленные без присмотра велосипеды или же снимают все, что можно снять. Вроде колес, если не пристегнуты, руля и сидений. Специалисты рекомендуют использовать несколько типов замков и снимать навесное оборудование с велосипеда. Также необходимо записать уникальный номер рамы. В случае кражи, если передать его полицейским, он будет внесен в базу данных и возможность вернуть железного коня будет выше. После покупки велосипеда обязательно записывать номер рамы. Он уникальный для каждого велосипеда. Находится он, вот здесь его можно записать, то есть здесь номер рамы. Также сотрудники полиции рекомендуют фотографировать свой транспорт после покупки. В случае, если его украдут, снимок сможет помочь опознать и доказать, что он ваш. В основном злоумышленники воруют велосипеды с целью заработать на этом, поэтому даже при покупке поддержанных двухколесников нужно быть предельно осторожными. Порой, желая сэкономить, некоторые люди обращаются на различные сайты в поисках объявлений о продаже поддержанных велосипедов. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют, если вы все же решились на данную сделку, обязательно проверяйте наличие документов, поскольку именно этот двухколесник может оказаться краденым. А деньги, которые добросовестный покупатель отдал за велосипед, оказавшийся краденым, вернуть практически нереально. И человек остается как без средств, так и без обретенной покупки. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.